Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В следующем году в Якутии состоится несколько больших избирательных кампаний. В первую очередь жители будут избирать и главу Якутии, депутатов Илтумен и депутатов Якутской городской думы. Затем, чтобы выборы прошли без нарушений, за легитимностью выборного процесса и его открытостью будут следить общественные наблюдатели. Кто их готовит, какова методика оценки законности избирательного процесса, об этом мы будем беседовать с членом Общественной палаты республики, генеральным директором Якутского фондового центра Альбиной Черепановой. Альбина Прокопьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что же такое общественное наблюдение и с какого времени оно стало практиковаться у нас в стране? Надо отметить, что это явление не является новым для нашей страны. Это была практика 90-х годов, 2000-х. Но реально это стало большие масштабы приобрело, когда были выборы президента в 2012 году. Это масштабно, где участвовали более сотни тысяч людей, наблюдателей. И такой опыт оказался очень успешным. И уже в последующие выборы, будь то выборы в Федеральное собрание, в Госдуму, тогда вот система отрабатывалась. Если вспоминать прошлогодние 2021 года выборы в Госдуму, то, может быть, это уже пик совершенства этого законодательства. Тогда у нас во всех субъектах, в том числе в Якутии, был создан так называемый Центр общественного наблюдения. Там совмещалось и наблюдение электронное, мы его называем видеонаблюдение, да, и прямо на местах, чтобы это произошло, была проведена огромная работа. Еще в 2021 году к нам приехали москвичи. Есть такая общественная ассоциация, называется «Независимое общественное наблюдение», мониторинг, НОМ. И они провели обучение, это была целая трехдневная программа. Там участвовали представители от общественной палаты, просто от общественности, приезжали люди из районов. И 3 дня детального обучения, прямо это как была азбука. Азбука вообще этой компании, как проводить общественное наблюдение. И потом были выбраны 11 педагогов из всего общего, примерно 180 человек было, которые впоследствии ездили во все районы. Если посчитать, сколько у нас людей получили образование новое, это примерно, получается, 2500 человек. Это очень много для республики. И сегодня это большой такой отряд людей, которые очень такие ответственные люди и готовы так или иначе принимать участие в выборном процессе в качестве наблюдателей. Именно поэтому на Общественную палату возложены полномочия. Вы знаете, конечно, инициатива была от Общественной палаты Российской Федерации. Если посмотреть закон, то это как раз и является целью, задачей Общественной палаты, согласовать действия, значимые общественности, народа, людей и органов власти. И поэтому я думаю, что когда есть возможность участвовать в выборном процессе, каждому, кто изъявит желание, тогда это вообще все возможности для этого есть. Иногда думаешь, или спрашивают, а почему вы решили быть наблюдателем? Люди спрашиваешь. Они говорят, у меня были сомнения в предыдущих выборах, я хочу сам лично убедиться, что это все верно, все правильно. У кого допустим, хочет как-то поддержать правовую часть этой системы. То есть у людей разные бывают отношения к этому вопросу, но кто хочет найти истину, они идут и работают. Да, действительно, слушая вас, я сейчас вспоминаю, что в последующих выборных кампаниях после 2012 года многие даже наоборот призывали быть наблюдателями на выборах. Но известно, что наблюдатели контролируют ход голосования по специально разработанному стандарту, который еще иначе называется «золотой стандарт». Что он из себя представляет? Такое оптимальное слово «золотой стандарт выбора», действительно, да? На самом деле это и справочник, это энциклопедия, это и дневник. Дается такой журнал определенный каждому наблюдателю, и он прямо с момента, самого первого дня открытия, допустим, дверей, а бывает у нас 3 дня голосования, имеет возможность отмечать нарушения, ненарушения, соответствие, несоответствие. У нас есть, я сказала, и центр, и штаб общественного наблюдения. Если есть вопросы, есть горячая линия, звоните, спрашивайте. Потому везде находятся юристы, консультанты. И я должна отметить, в прошлом году, когда, еще раз говорю, когда были выборы в Госдуму,
Этот центр работал вот прямо в здании общественной палаты на Курашова 24. И надо отметить, что это был один из лучших у нас в России центр. И там стояли ноутбуки, стояла большая стена электронная, и можно видеть каждый участок избирательный, где проходило голосование. И вот можно подумать, что вообще нужно видео, а может вообще видео все заменит. Ну, разные же вопросы у людей возникают. На самом деле, все-таки вот на местах нужны наблюдатели. Это реально, они проверяют готовность, легитимность, подтверждают выборов, честность, открытость. Да? И когда возникает ситуация конфликтная, он может зафиксировать, пригласить там полицию, позвонить в ЦИК, позвонить в Общественную палату республики или страны. А видеонаблюдение – это как факт о том, что как реально было. Это как бы постфактум. У нас были такие случаи, когда возникали сомнения и вопросы. Например? На местах. Да, и там были конфликты между избирателем и председателем участковой комиссии. Там что-то не разобрались. И когда мы посмотрели по видео, оказалось, что все-таки избиратель был неправ, и он трактует свои действия совсем по-другому, нежели это было в записи на видеонаблюдении. И это как одно из дополнительных доказательств того, кто прав, кто виноват в ситуации. Конечно, и отказываться от него нет смысла. Но вот, например, на прошлогодних выборах в Государственную Думу общественные наблюдатели проходили еще и обучение. Как был организован образовательный Да, вот процесс? 11 преподавателей, которые были отобраны от общественной палаты, они проехали практически все районы, даже далекие северные, несмотря на дорогие там, допустим, затраты, билеты, и провели обучение на местах. А кроме того, еще потом повторяем, и сейчас повторяем, вот допустим, сейчас же выборы продолжаются на уровне там, муниципальном, на слеговом уровне, да, и мы собираем наблюдателей, проводим какой-то мини-курс, напоминания, что ли, о тех или иных позициях. Тем более меняется законодательство. Если раньше, ведь у нас наблюдатели не только от общественной палаты находятся, вот там, где участковая комиссия работает, там же каждый кандидат, будь то партия, будь то там самовыдвиженец, имеет право представить своих наблюдателей. Такая система открытая. И бывает, что прямо вот приходишь, мы что же приезжаем, наблюдаем в этих участковой комиссии, прямо весь ряд заполнен людьми, потому что столько партий, столько кандидатов, и общественная палата. Это бывает хорошая группа людей, которые наблюдают. Вот я напомню, да, когда еще выборы только были объявлены в Госдуму, уже было много претензий, что вот, они будут нелегитимными, они будут незаконными, будут нарушения и так далее. Но как только прошли выборы, вы знаете, вот всплеск этих эмоций, он умолк, потому что все четко записано, все четко, ясно, и замечаний практически ни со стороны иностранных, международных наблюдателей, и наших российских практически не было. И судебные дела не быстро решались, потому что есть факты, есть записи. Да, вот как раз и хотелось мне спросить, но вы сами впереди меня ответили на вопрос о том, что беспристрастны ли общественные наблюдатели. Выясняется, что действительно так. А оплачивается ли их вот такой беспристрастный труд? Беспристрастность обеспечена тем, что с разных сторон находятся наблюдатели. В части оплаты то, что там партии или, допустим, другие кандидаты, они, возможно, там по своему усмотрению оплачивают наверняка работу наблюдателей. Со стороны общественной палаты, да, когда были федеральные выборы, была оплата, довольно-таки неплохая оплата была, но когда идут выборы на муниципальном уровне, на уровне наследов, там, конечно, оплата может быть и не быть. Скажите, вот сейчас, учитывая, что выборы на муниципальных уровнях продолжаются, сколько кампаний в этом году проходит у нас в республике и какие самые серьезные выборы? Вот, конечно, на сайте нашего ЦИК республики опубликован вообще общий график всех выборов, которые прошли. Уже в этом году прошло 503 кампании, и вот даже вот на ноябрь, я смотрю, вот я была как раз в это время, летом была в Ленском районе, смотрела, как шло наблюдение. Вот недавно, 6 ноября, прошли в Алекминском районе, там на Дельгей, допустим, да. Мы тоже все время на связи. Смотрим, как работает наблюдатель, какие цифры посещаемости тех же избирателей, от чего это зависит. Прошли также выборы вот в Верхневилюйском, Илусе, в Нерюнгринском районе. И вот впереди очень такие серьезные выборы, это в Амгинском районе, это будет у нас 11 декабря.
И в завершение буквально 18 декабря будут выборы в Нюрнбергском районе. То есть практически раз-два в месяц точно у нас в республике проходят выборы. Ну, потому что это... Хотя у нас есть в России единый день голосования, он тоже имеет очень интересную историю. И с 2005 года он определен, 2006 года уже начали применять. До 2012 года было 2 раза в год. А с 2013 года 1 раз в год, а вот 3-е воскресенье сентября, мы все с вами идем и голосуем по тем или иным, допустим, да, вопросам 1 раз в год. Но когда возникает необходимость в досрочных выборах вот, на уровне там, субъекта, это может быть районов, улусов или наследников, тогда назначается в соответствии с законом та дата, которая определена. Альбина Прокопьевна, и в завершении нашей с вами беседы вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, у вас есть памятка. Да, я хочу сказать, что на самом деле мы очень хорошо обеспечиваем наблюдателей вот разными материалами методическими. Вот, допустим, такая памятка существует, она вот, я принесла ее прошлых лет, золотой стандарт, о котором мы с вами говорили, прямо здесь вот конкретно, я говорю, это энциклопедия фактически наблюдателя, который легко может определить, какие его функции, полномочия, а ведь у них есть и права, есть обязанности, что он имеет право делать, что он не имеет права, он должен тоже каждый понимать свою сферу деятельности на тот или иной день. Поэтому в этом плане эта учеба помогает сориентировать людей, я думаю, что не только наблюдателей, а вообще всех избирателей, какие их права, возможности, какие их обязанности. И есть ли какой-то федеральный стандарт для этой памятки, который будет дополняться или, возможно, каким-то образом обновляться? Конечно, у нас есть ассоциация независимого общественного мониторинга, НОМ, то, что мы называем. Мы с ними на связи, и к нам приезжает Алена Булгаева постоянно как председатель, и всегда она отмечает, и даже можно найти записи ее в интернете, что в Якутии в этом плане очень хорошо настроена система. И даже вот этим стандартами пользуются не только вот сами общественники, как так называемые, да, но и наблюдатели от партий тоже пользуются такими, значит, это оценка того, что это документы очень удобные, достоверные, правильные и удобные в работе наблюдателей. Ну что же, стало теперь более-менее понятно, как устроена работа общественных наблюдателей. Я благодарю вас, Альбина Прокопьевна, за интересную и достоверную беседу. И большое спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашей студии. Спасибо. А всем хороших дней Нового года и хорошего голосования впереди. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас была член Общественной палаты республики Альбина Черепанова. Мы говорили об общественном наблюдении на выборах. Не забывайте о своем гражданском долге. Берегите себя и до встречи в эфире.